Всем добро пожаловать в наш гостеприимный штаб на замечательное мероприятие, посвященное столетию договора о дружбе и братстве между Россией и Турцией. Президент казахской автономии Жандарбек Акбаев, я председатель правления фонда Астана, фонда развития дружбы народов. Вот мы вместе когда выйдем, у нас 2 грамоты. Спасибо, мы в этом доме всегда очень рады бывать, потому что здесь происходят действительно тюркские встречи, и даже для нас иногда удивительно, что мы встречаем здесь казахов, которых мы не знаем в Москве. Вот, то есть здесь действительно дом, который объединяет тюркские народы, да? Поэтому вот сегодня большая благодарность всем тем, кто работает на благо вот тюркских народов, да, на благо татар. Вот, мы сейчас сегодня вот от фонда содействия развитию дружбы народов и национальных культур Астана, Жаркын Утешева, президента, литератора, она сегодня не смогла прийти, чуть-чуть прибаливает. Вот, награждается штаб татар Москвы за неоценимый вклад в дело сближения тюркских народов, сохранение родного языка, культуры и традиций, за активную работу при проведении многочисленных мероприятий и постоянное сотрудничество с общественными организациями Москвы. Пожалуйста, вот от... Татары, казахи, это, я считаю, одно и то же. Вечные братья. Так, позвольте вручить. Региональная общественная организация «Казахская национальная культурная автономия» в городе Москве. Грамотой награждается штаб татар Москвы за сохранение и популяризацию культуры и традиций тюркских народов, значительный вклад в дело укрепления межнациональных отношений, ежедневный труд в укреплении взаимодействия общественных объединений города Москвы. Президент КЗНК в городе Москве Серик Укибаевич Тойгамбаев. Да? Грамоте спасибо. И еще я рад, что меня мало людей знает в лицо. Главное, чтобы знали наши дела. Так ведь? Нашу деятельность, чтобы знали все. Очень рада вот этой дружбе тюркских народов. Поэтому, значит, очень рада этой встрече. Эти встречи, они дают такое, значит, положительное продвижение в политике, да. Огромное спасибо вот Актаю, особенно вот Гаярабе. Они такие, значит, активисты у нас, вот. Поэтому, значит, сегодня такой вечер, да, я думаю, будет насыщенный, очень много выступлений. Вот, спасибо за внимание. Продолжается вечер, да? Да. Ну что, товарищи, наше торжественное заседание открываем, да, посвященное столетию Московского договора. У нас несколько человек, наверное, о нем расскажут. Но прежде всего представим нашему товарищу Федору Терези, который начнет этот разговор о договоре, да? А потом продолжит, вот вы продолжите. Федор Афанди, пожалуйста. Можно вкратце, хош келдіңіз, Павел достар. Да. Добрый вечер, добро пожаловать, дорогие друзья. Действительно, как было сказано, мы сегодня, у нас знаменательный день, действительно, не то, что у нас, знаменательный день у 2 бывших империй, которые потрясали Евразию последние несколько веков. И сказал бы даже больше, не зря вот 100 лет назад именно создалась такая ситуация на этом пространстве Евразии, что обе бывших крупных империи подошли к порогу. Как дальше быть? Что нам дальше делать? Об этом думали и в Москве, Санкт-Петербурге, об этом думали и в Анкаре, в Стамбуле, там, через тот берег. Потому что руководили ситуацией полностью международная мировая олигархия. Это капитализм, который переходил уже в империализм. Вот тогда, именно 100 лет назад. Потому что остатки Османской империи, которая должна была уйти в лето уже, Османская империя, значит, тот класс, который оставался, класс феодалов, ну, крупных промышленников не было, там лавочники, торговцы, потом держатели акций, банков, концессий очень много было, западных фирм заложено на территории Османской империи. Они уже готовили целые города, целые географические области бывшей Османской империи, бесплатно забирали западные акулы, вот, финансовые акулы.
И использовали очень много методов, чтобы как-то, понимаете, вот, узаконить вот свою вот, ну, империалистическую политику. Вот такой же примерно вот подход у них был по отношению бывшей, ну, Российской империи. То, что вы знаете, была там сначала февральская революция здесь, на этой территории, потом Октябрьская революция. И примерно в одно и то же время, еще раз повторяю, не зря вот это все совпадение в мире, понимаете, не зря. Вот стремление этих двух народов, можно сказать, даже не народов, это такие пласты мировых народов, где живут. Цивилизации. Да, цивилизации. Я бы больше их назвал, это вековые братья, добрые соседи, которые друг без друга не могут, критические моменты. Вот когда все хорошо, да, везде все хорошо, брат с братом могут ругаться за что-то. Вот когда дамоклов меч возносится, значит, они находят пути, чтобы сблизиться и противостоять этой общей угрозе. Вот то, что у нас было 100 лет назад. Потому что в 18-19 году Турцию кромсали уже по областям полностью. Киликия, Юго-Восток, там. Ну, Киликия, то, что там она была первая, Англия упала под ноги англичан. Вы, наверное, догадываетесь, чьи там руки махровые поработали тогда. Да, Киликия, кто сегодня там и на Кавказе там пытается уходить там туда-сюда. Но им дали тогда по рукам нормально. Но в то же время высадился десант западный. Они начали вот все эти регионы уже делить. Богатство. Турция, почему вот, они устремились на территорию Османской империи, потому что географически, территориально она очень была заманчивая. По природным, по богатые, вы знаете, там эти места отдыха, там, ну как сказать, да, очень. Омывается 3 морями со всех сторон, плюс внутреннее море, Мраморное море, да, Черное море, там Средиземное море, есть, как его, Мраморное, Эгейское море, да. И вот это все заманивало их, понимаете. Плюс вот эти вот бывшие, как шелковый путь, и оттуда поход на Китай, на Индию, на великие вот эти торговые пути. И слава Богу, что в те годы вот история так распределилась, Бог, что получилось, что в турецком народе оказался такой вот полководец, как говорится, военный, как Мустафа Кемаль Ататюрк, который взял вот эту ответственность на себя. Потому что они видели, что в Стамбуле вот это дряхлое правительство, то, что осталось уже полностью, как говорится, в залогу было уже западными там акулами. Значит, ему пришлось уже в Анатолии формировать отряды и выходить. Вот в Самсуне, вы знаете, в 19 году, в Самсуне мая вот первый их визит, потом на востоке Турции начали отряды создавать, но он начал как уполномоченный от османской армии работать на местах с этим, армейскими корпусами на местах. Когда узнали в Стамбуле, чем он занимается, пытались его отозвать, он говорит, я ухожу в отставку, но буду как самостоятельная единица действовать, самостоятельная единица, потому что над нашей родиной нависла опасность. И он пользовался большой популярностью. Вы знаете, что Кемаль Ататюрк, он сам родом с европейской части Турции, Эдирне. Александрополь, да, называется. Эдирне, да. Западная часть, недалеко от границы Болгарии с Грецией. Вы знаете, что в тех местах очень много наших вот гагаузов было. Вот, даже вот на момент развала Советского Союза 78 населенных пунктах жили гагаузы. В Греции, Тракия, Греция, гагаузы. Вот даже город Аристиада, там вице-мэр Гагаузы по сегодняшний день. Вот был Ципрос, был недавно, да, у них сейчас он в отставке, да. Вот у него гагаузские корни, чтобы вы знали. Да. У Ципроса, да, он сам даже признался в интервью, у него бабушка там туда-сюда. И не исключено, что у Ататюрка тоже что-то из крови из наших, понимаете? Потому что вот 9-й президент Турции, покойный ныне очень уважаемый человек у нас в Гагаузе, ему памятники ставят, боготворят его, Сулейман Демирель, да, железная рука. Вот он признавался конкретно, что он говорит, у него даже знает село, вот Кангас, самое крупное село в Европе, это село Кангас, между Камратом и Чадролунгом у нас. Вот он говорит, у него бабушка, говорит, родом оттуда, с того села. Говорит, они, да, в конце 19 века переселились, говорит, туда, говорит, где Тракия, вот западная. Это Гагаузское село. Да. Я же заканчиваю. И вот получилось так, что история дала турецкому народу Кемаля Ататюрка, которого назвали отцом всех тюрков. И вот они подписали именно вот сегодня, ровно 100 лет назад, они делегировали Юсуф Кемаль
Пашу, депутата Великого национального собрания Турции, делегировали сюда для подписания с Чериным. И по указанию Ленина. Я считаю, что это очень знаменательная дата, мы должны это проводить, писать статьи, и неплохо было бы, чтобы включить большую общественную и российскую, да, выйти на канал и все. Я вас всех поздравляю с этой датой, мы не должны этого забывать, должны только этим гордиться. Потому что по-другому мир здесь не воцарится. Ленин тогда сказал, слава Богу, говорит, у нас уже с Кавказа снимается проблема вечных войн. Этим подписанием договора Ленин даже выступил. Так что поздравляю вас. Мало времени. Вот эта историческая фотография показывает, что вот среди тех представителей России, которые подписывали этот договор, которые организовывали этот договор, был представитель нашего кумыкского народа. Вот, пожалуйста, представьте его. Да. Всех приветствую на этом знаменательном событии, посвященном столетию турецко-русской договора России между Россией и Турцией о дружбе и братстве. Один из ключевых фигур подписания этого договора был политический, российский, советский политический деятель Джалаладин Каркмасов. Сейчас я хочу представить внука Джалаладина Каркмасова, Анатолия Каркмасова. Он этим вопросом занимается много лет, ну, как я знаю, не меньше 15. Организатор фонда имени Джалаладина Каркмасова, штаб-квартира в Махачкале. Так что поприветствуем Анатолия Каркмасова. Большое спасибо за организацию, конечно, за приглашение. Большое спасибо за возможность такую предоставленную. Вот техника делали чудеса, конечно. Жалко, что не в Москве, конечно, я разделил с удовольствием присутствие свое. Вот, спасибо за память, за ту память, без которой, наверное, само развитие общественно-политических отношений, лишенной эволюции, наверное, преемственности, теряет историчность этих явлений. Здесь вот об этом очень хорошо здесь упомянули знаменитого человека Ленина, это действительно выдающийся государственный деятель. Вот его высказывания. И самое пристальное... Октябрьская революция. Величайший призыв. Право нации на самоопределение. Вдохновляющий пример. Вот ради чего, куда все устремились. Хорошо. Берем события в мае. Сопоставление, я говорю. Берем события в мае. Вот сейчас мы придем в Кремль и сядем за стол переговоров 26 февраля. 16 марта мы подпишем этот договор. 26 февраля мы сядем, вся переписка Чичерина сегодня рассекреченная в историко-дипломатическом отделе. Пожалуйста, архив внешней политики на Плотниковском переулке. Не имперский, а вот федеративный, за МИДом. Мы с Каркмасовым все обговорили. Каркмасов живет в 326 номере, гостиница «Националь», тогда Дом Советов номер 1. Через площадь туда, к Ленину. Там Конституция пишется, декрет, который 20 января скрепит положение этого конституционного и переходного правительства. К учредительному съезду, который и будет по его проекту примет Конституцию первую. Что мы здесь имеем, сопоставляя Россию и Турцию? Да, в мае 2018 года. Что происходит? Май 2018 года. Германские войска, реализуя принятые Генеральным штабом и одобренные Рейхстагом, отражавшие их интересы, раздела сфер влияния в Закавказье, но шедшие, конечно, в ущерб союзнической Турции, что делают? Берут под контроль Грузию и оккупируют, высаживают 30-тысячный контингент. В сентябре 2018 года войска Кавказской исламской армии что делают в этой связи? Указывают немцы своему союзнику бакинско-дагестанское направление. Баку, где сидят 26 бакинских комиссаров, Советы уже подмяли предательством Бичерахова, открывшего фронт для Денстервилля. Зашли, увидавшие свои потери в Индии, быстренько переместившиеся в Персию, в Инзили, и давай, пока немцы там захватили, как он говорит, противник, Грузию, мы давай Баку и на Дагестан двинемся. Бичерахов в дагестанском направлении двинулся.
В это время, пока там, значит, то да сё, садятся на хвост Бичарахову, значит, вот эта турецкая армия, заходит в Дагестан, в пух и прах разбивает этого Бичарахова. Но тут 3 ноября, все, конец Первой мировой войны. Турки уходят, оставляют горское правительство. Горское правительство, по сути, недееспособное, ничего не представляющее из себя, осиротевшего против своих покровителей, естественно, бесперспективное, на распаде Османской империи, кидается куда? К своему недавнему врагу Антанте. Здесь мы получаем что? Здесь мы получаем армаду Антантовского флота на берегах Черного моря, высаживаем 12-тысячную группировку, захват Измира. Катастрофа национальная в Турции. Слава Богу, 67 ведущих политиков арестовываются. Слава Богу, в это время назначенный инспектором 9-й армии оказался в Анатолии, Восточной Турции Ататюрк с 20 офицерами. Там. А что мы видим? Да, значит, пропускаем этот год. Середина мая 2019 года. Горское правительство трещит по швам. Деникин предательски заходит. Половина убегает в Азербайджан, другая кучка предателей переходит на сторону этого оккупанта. Ждем помощи из Астрахани десанта. В это время подготавливаем восстание. Арестовывается у нас 13 числа группа известных до Кавкома. Карпасов, чудом уцелевший из левашей, поднимает 3000 человек. 2 восстания. Сталкиваются в боестолкновениях на Козылярских высотах под Тимур-Хашурой, идя на областную столицу. Десант разбит военно-морскими силами ВВС английскими в Каспийском море у флота Александров. В мае, теперь мы идем, перекидываемся в Турцию. 2 конгресса. Эрзурумский и Сивасский. Следом за ним все провозгласили главное национальное достояние УЗИР, общество Румелия и Анатолия. Вздрогнули Антанта, испугались, как это так. Парламент, тем не менее, 16 марта 2020 года принимает национальный обед. И Ататюрк, собственно говоря, эта отправная точка берет начало на военные действия с Антантой. Антанта оккупирует Стамбул 16 апреля, высаживает туда в обход своих союзников. Весь парламент на Мальту в тюрьму. А что происходит в Дагестане 16 марта? 16 марта Карпасов поднимает армию свободы Дагестана под руководством Совета обороны Северного Кавказа и бьет к чертовой матери всю эту денегинщину, бегущую преимущественно корабля, уходящую в Персию. Нам этот краткий курс говорит, 11-я Красная Армия освободила. Это брехня. Никакая Красная Армия Дагестан не освобождала. В марте уже создано национальное правительство. Киров пишет из Астрахани Ленину, что в Дагестане созданы благоприятные условия по директивам 2019 года на нефтяной Баку. В Дагестане благоприятные условия. Все. А в это время уже провозглашено национальное правительство. Да, это проходящие войска. Позже даже о том, что Красной Армии духа не было, Карпасов сказать, я ни одного красноармейца не знаю. Врали на совещании 23 года по национальному вопросу с 11 по 12 в Москве прошло после 12 национального съезда партии. И все, значит, проведено Карпасову 28 Нариманов 600 миллионами выезжает в Баку. Приказ по Реввоенсовету Кавказской армии номер 55 перейти границу. Когда де-факто на Версальской конференции признали де-факто независимость Азербайджана, сами азербайджанцы сказали, Антанта нам подписала смертный приговор. Это и было так, и их ученые правильно это признают. И что? В это время никто не знает, об этом истории нигде не написано. А какая история? Телеграмма, вот документ. Ататюрк, Халил Паше дает указание срочно на Кавказ. Карпасов получает эти приглашения, пишет Ленину и Орджоникидзе. Вот телеграмма передо мной здесь. Меня и спросили согласие прибытия Халил Паши, значит, делегата Эрзурумского конгресса. Я дал согласие. Халил Паша кто такой? Он же генерал Кут, дядя Энвера. Это геройски отличился в Месопотамии, когда скинул в море десант английский. Все, оттуда Халил Паша куда идет? В Москву. Он побывал в Тимур-Хашуре. Москву, первое свидание с Лениным. Это вот.
Значит, теперь здесь же переговариваются они о согласии Дагестанского плацдарма кинуть на, значит, советизацию Баку переодетых членов партии Каракол. Это Баха Алиев, это Каранасиев, правая рука Ататюрка. Они способствовали, и даже Гянджинский этот, который вступил в партию, все было подготовлено. Апрельская телеграмма Ленину Ататюрка, уже союзнических, подготовлено все. Вытесняем сферу влияния из Закавказья. Мы идем на съезд народа Востока. На съезде народа Востока ему предшествует в августе Каркмасов, первый советник полпредства РСФСР Турции, миссия Илиава. Дальше оттуда заканчиваем, на декабрь намечаем приезд третьей делегации. Это, значит, не состоялось это по датам. В ноябре пытаются сорвать нам автономию. Антанта платит колоссальные деньги Гацинскому, купленного с потрохами. Значит, признанного Антантой, какой-то титул ему еще там дали. Это вот там шариат, мариат, туда-сюда, Гацинский. Да нет, ребята, это просто этими руками не допустить национальное государство создания и сорвать съезд. Почему? Потому что если одна сторона, немцы, хотят одно и то же. В этом антагонизме борьба за одну и ту же территорию. Когда Деникин зашел в Дагестан, он что сделал? Да он, англичане, он продал нам ее как полуколонию. За что? За кредиты полученные. В марте еще до вторжения. Сорвать, не допустить. Почему? Потому что англичане его считают своим. Состоялся чрезвычайный съезд. Борьба была сильная. Мешали созданию автономии. Даже внутренние силы. Уезжаем на 8-й съезд партии. На 8-й съезд Совета. Там он становится членом. И вот тогда сразу, значит, вырабатываем декларацию 20 января. 13-го встреча с Лениным. Начинаются усиленные переговоры с Али Фуадом, Визануром, будущим министром иностранных дел, руководителем Юсуфи Кемалем. И вот выходим 26 числа, и все, вот договор, подписали, 16 марта. Выдающееся событие. И благодаря этому событию, благодаря этому договору пошла та уже и военная, и политическая, и экономическая помощь, благодаря которому через 2 года после Лозаннской конференции мы приходим, освобождаем Стамбул и провозглашаем республику. Так что, друзья мои, я вас поздравляю. Величайшее событие. И вас благодарю за приглашение. Спасибо. Да, кто бы хотел еще дополнить вот сказанному, да? Да. Спасибо за приглашение. Да. На Ардасану, я думаю, достаточно. Я россиянин и тюрк по этническому происхождению. Думаю, достаточно. Занимаюсь научной деятельностью. И мне эта тема близка, потому что это моя идея и идея многих наших друзей добиться славяно-тюркского союза. Чтобы славянская и тюркская цивилизация воплотила в жизнь проектов, научных проектов. И хотелось бы остановиться еще на несколько минут на историческом аспекте российско-турецкого соглашения от 16 марта 1921 года. Дело в том, что есть позитивные последствия этого соглашения, есть и негативные последствия. Лично для моей родины, откуда я родом, из Азербайджана, позитивные последствия, конечно же, Турция с Россией сблизились. Конечно же, та борьба, тот отпор, который дали народы Турции в 20-х годах, не добились успеха без поддержки советской России. Не зря на сегодняшний день на площади Таксим справа и слева монумента Мустафа Кемаля Ататюрка есть монумент Климента Ворошилова и Семена Оралова. Это факт, однозначно. И главное, Оралова. Круза. На сегодняшний день, конечно же, благодаря этому соглашению Турция закрепилась на своих восточных границах. Но негативные последствия для Азербайджана также этим соглашением был отторгнут Зангезур от Азербайджана. Закрепилось этим соглашением. И плюс, благодаря этим взаимоотношениям, или в результате этих взаимоотношений, в принципе, российских,
Карабах стал автономией. Карабах стал автономией. Именно Нагорно-Карабахская автономная область, как топоним, появился именно в 23 году после этого сближения. Вот это негативные последствия для моего народа, если взять в целом. А позитивные, Азербайджан уже определился своими границами. И, опять-таки, здесь есть позитив. Благодаря этим взаимоотношениям Нахчыван остался, не был передан, остался в составе Азербайджана, и Карабах остался в составе Азербайджана. Вот эти позитивные последствия для Азербайджана. В целом, что я хочу сказать? Сегодня я за любые проекты, где есть тема Тюркско-славянского союза. Я считаю, что настало время создавать научно-исследовательский центр, который будет заниматься изучением тюркско-славянского мира, потому что в евразийском пространстве два суперэтноса — это тюрки и славяне. И мы оба, два эти суперэтноса, перед глобальными вызовами. И Россия не может обойтись без Турции, без тюркского мира, без тех стран, которые на границе с Россией, без Азербайджана, Казахстана, Туркменистана. А также эти страны не могут обойтись без поддержки России. Поэтому я считаю, что Россия является локомотивом тюркского мира, ибо претендует на это, имеет право. Не только Турция должна быть стержневым государством тюркского мира, но и России есть такие же права. Поэтому я поддерживаю, будучи ученым, кандидатом филологических наук, преподавателем, поддерживаю подобные проекты. И я что хочу сказать? Хочу сказать, что вы осветили именно исторические аспекты. Я бы хотел остановиться буквально на коммуникационном аспекте. В журналистике есть три вида информации. Заданная, нейтральная и вынужденная. К счастью, сегодняшний день в речах президента, Лаврова, Матвиенко, Медведева и многих лиц правительства мы слышим заданную информацию, именно нейтральной, ибо позитивный тон по отношению к Турции. Надо этим воспользоваться для сближения двух народов. Мы не видим вынужденной информации. К сожалению, я не мониторил прессу, что пишут о самом важном событии сегодняшнего дня. Но если заданная трактовка, заданная информация исходит от власти, значит, нам дали зеленый свет. И мы обязаны воплотить в жизнь вот именно Тюрко-Славянский союз. Спасибо. Спасибо. Но здесь еще к этому договору надо бы добавить, что все-таки существуют претензии территориальные, некоторые, да, вот, значит, кто-то хотел пересмотреть этот договор. Вот, наверное, Гашим Афенди вот по этому поводу скажет, вот, о том, что какие вот подводные камни там были и есть до сих пор. Всех братьев из Тюрков и не Тюрков всех приветствую. И особо благодарен еще раз этому дому за его такой теплый прием. Неоднократно теплый прием. Значит, да, по поводу Картмасова я хотел добавить. Там внук очень мало сказал. Действительно, это человек, который рядом с Чечериным не то что подписал, а организовывал, он ездил в Турцию, в Россию, обосновывал все пункты, значит, нет, пробивал, обосновывал, это важно. Еще, это человек не просто был сотрудником российского дипломатического корпуса, он закончил Сорбонне, во Франции университет юридический, понимаете. В то время было очень мало таких людей, вот об этом надо было еще сказать. Я думаю, что внук просто постеснялся это четко сказать. Значит, Турция страна с многовековой богатой историей, многообразным географическим нахождением, в эпицентре вечно бурлящегося ближневосточного котла. Посмотрите, Сирия и так далее, до сих пор все вместе этот котел сидит. Сегодня развивается бой. Значит, несмотря на то, что этот договор был подписан 16 марта 2021 года, положение, что достигнуто в этом направлении, что еще нужно достичь. Вот, пожалуйста, Камерджон Афенди, можете сказать на эту тему? Практически уже нет, но два слова. Да, два слова хотя бы. Да. Да. Значит, очень хорошо сказали об этом соглашении, о договоре между Россией, вернее, это не Россия, это Российская Федерация, не Советский Союз, это же в 1921 году было.
на мой взгляд, как дипломата, мне кажется, это очень опасно подвергать к ревизию то, что было, то, что подписали. Вы совершенно правы, там есть очень сложные моменты. Но я считаю, что это было важно, это было жизненно необходимо в первую очередь для Российской Федерации, хотя Турция тоже было незаконное государство, никто не признавал. Кемал Ататюрк не имел права подписывать такой договор. И Россия не имела права без Азербайджана, Грузии и других. Это раз. Второй сложный, очень интересный момент, который может нам аукнуться когда-то. В договоре там, по-моему, 6 или 8 пункт, там написано, что Россия, договаривающаяся стороны, будет защищать, своими словами говоря, права и народов, тех народов, которые проживают там, в этом государстве. То есть Россия будет поддерживать мусульмане, их права, а Турция будет поддерживать права русских, защищать права русских, которые там. Ну, ни слова, но это не распространялось на другие народы тюркского происхождения. Значит, поэтому Турция и отказалась помогать Центральной Азии. В период басмачества, там сколько было конфликтов, Турция никогда своим братьям, только на словах. Турция никогда не помогала. Второй момент, очень интересный. Один из подписантов, их было 2 человека, один из их подписантов стал министром здравоохранения Турции, второй стал министром просвещения в будущем. А Джалаладдин Коркмазов, его расстреляли во внутреннем тюрьме, Бутырской тюрьме, расстреляли, он здесь недалеко лежит, в Донском кладбище, если я не ошибаюсь. Вот это благодарность, потому что он много знал. Но здесь самый важный момент. Коркмазов – это выдающийся деятель, выдающийся революционер. Он основоположник дагестанской государственности. Он создавал там первые социалистические ячейки. Он основал все это, большевистские ячейки организовал. Он основатель международной журналистики России. Он издавал стамбульские новости, газету. Газету нашли в Ашхабаде, и в Фергане нашли эту газету. В архивах есть. Это основатель. Вот вы правильно сказали, это надо. Вот это один из пунктов укрепления славяно-тюркского союза. Вот рядом с Исмаилом Гаспринским из Крыма, основоположником письменности нашей и журналистики, он должен быть. Его как редактора, его заслуга. Это 2. В-третьих, хочу сказать, что Россия, многие утверждают, что Россия купила этот договор. Потому что отдано было 10 миллионов рублей, да. Правильно? И 23 килограмма золотых слитков. Ну, то, что это самое. Почему это? Здесь же дураков нету. Зачем отдавать непризнанному государству еще сколько оружия отправлять? Оружие, да. Оружие сколько? Потому что Россия, и кроме того, самое опасное, Россия отказалась от многовековых претензий на проливы. Это еще в царской России. Все они говорят, что это Царьград, это вот российская, вся русская литература на этом стоит, что мы вернемся в Царьград. Это мечта славян, Константинополь. Это много сложных моментов, но это не значит, что мы должны это критиковать. Тогда это надо было, несмотря ни на что. Хотя в 1953 году вы правильно сказали, Молотов выступил, сказал, что вы сказали, Россия не имеет, Россия все простила. Все простила. И что сегодня, исходя из ваших слов, что сегодня происходит? Я хочу сказать, как дипломат, Россия относится к Турции, к интересам Турции намного серьезнее, намного бережнее, чем Турция к интересам России. Мы построили атомную электростанцию Аккуир на свои деньги. Атомные, свои технологии дали. Мы построили 1100 километров голубого потока. 2 линии идут туда и обратно. И чем это кончается? Они сбивают самолеты, они убивают русских туристов. Я не говорю, что это что плохо. Это плохо, это никто не может оправдать. Но какие-то шаги, чтобы к нормальному отношению такое же должно быть отношение взаимное.
наше сотрудничество должно быть основано на взаимности, защите интересов двух государств. И наши братья всегда как-то перебарщивают. Это уже менталитет турецкий. Вот, поэтому здесь и ваша заслуга, народная дипломатия. Мы должны говорить, что можно делать, что может и не надо, надо подумать. Жалко, что здесь турок нету. Я турок. А, вы турок. Вот, я к туркам отношусь очень хорошо. У меня там бизнес, у меня там дети живут. Но, когда касается своих собственных интересов, Турция очень сильно перебарщивает. И то, что вы Турцию защищаете во всех передачах, это аукнется когда-нибудь. Вот. Поэтому надо четко, надо быть реальными. Говоря о защите интересов Турции, надо говорить о защите интересов Российской Федерации. Односторонне нельзя, потому что мы живем в Российской Федерации, мы граждане Российской Федерации, интересы России для нас прежде всего. Вот это я Можно хотел. вопрос, Пожалуйста. Вот что испортило отношения между Россией и Турцией вот в предвоенные годы? Вот убийство посла, скорее всего, наверное, или что там? Какие последние вот, нет, предвоенные годы. Вот, нет, понимаете, Турция вроде бы стала на сторону немцев. Хотя не участвовала. Вот что там случилось? Турция действительно, она пропускала корабли в Черное море. Да. Мы всегда говорили, что Турция нейтральная страна, не пропустила Турция не вступила в войну против России, но она и не помешала немцам перейти проливы. Мы врем, мы пишем неправду в своих книгах по истории, что Россия получила поддержку от Турции. Турция, они прагматики, они ждали, кто победит, на той стороне будем. Это бизнес. Поэтому это раз. Понятно. Я неспроста этот вопрос спросил. И во-вторых, это судьба Хакимова, нашего посла в Саудовской Аравии, которого в 1937 году расстреляли, надолго прямо наши дипломатические отношения с Саудовской Аравией порвали. И вот здесь похожая картина. Вот не только Хакимов, но и чеченца, как я не помню его название, который Катара взорвали. То же самое. Яндарби. Мы сами еще портим. Мы сами портим. Да. Конечно, я же говорю, что мы сами во всем виноваты, что даем такую возможность людям использовать и как-то это самое. И самое главное, я думаю, что вот то, что вы сегодня организовали эту встречу, что мы ставим такие задачи, это очень важно. Это, во-первых, это во благо Российской Федерации. Всех народов, не только тюрков, всех и славян тоже, и всех евреев, всех народов. Это раз. Во-вторых, это во благо всех тюркских народов. Потому что, живя в российской многонациональной стране, мы должны знать, что к нам относятся так же, как к своим сыновьям, а не как к пасынкам. Вот Анарбей правильно сказал, дали зеленый свет в дружбе, турецко-славянской дружбе. Это да, такой посыл есть. Поэтому я думаю, что не зря собрались, давайте работать. Спасибо. Вот у нас Я не представитель Турции. Просто я председатель международной общественной организации Месхетинских турок. Мы в Российской Федерации переписи 2010 года 110 тысяч человек живет в Российской Федерации. Это мы еще 1818 года считаемся подданным Российской империи. Потом нас депортировали в другую ситуацию. Я чуть хочу поправить, да? Турция пропустила корабли, не пропустила. Турция на тот момент, она была до того слабая, после этих революций, после того, как там Антанта пришла, уже пол Турции не было. У нее таких есть сил, возможность там кого-то остановить или пускать, не пускать, никто у него ничего не спрашивал. После Первой мировой войны, после этих то, что забрали Турцию, потом Ататюрк. Ататюрка как не признавали? Признавали государство. Анкарское правительство, султанатское правительство, она уже была, вообще ее не было, считалось. Они создали первый меджлис, где собрался меджлис. Турецкую республику объявили. Как это не считали? А тогда с кем договор заключали? Советская, то есть Красная Армия, и другие страны, и Антанта, и Австрия, и то есть Австралия, и все.
Я говорю, что на тот момент Турция, Османская империя, не так Турция была. Турцию никто не спрашивал бы. У Турции возможности не было выступать на стороне Германии или против советской власти. Понятно. У него сил нет. А теперь, да, исходя из этого договора, допустим, самым пострадавшим, вот, уважаемый сказал, что мы тоже пострадали, но самым пострадавшим выходим мы, потому что нас разделили. Ахалцевская пашалык был разделен. Да. То есть Ахалцевская, вот мы где проживали на южной границе Грузии, то есть на границе с Турцией, мы остались Аспинза, Ахалцевская, Ахалкалаки, Богдановка на этой стороне советской власти, а Ардахан, Карс, Эрзурум, Артвин, Шавшат, все осталось, то есть один народ нас разделили. Я вам одно скажу. Когда Ататюрк создал Турецкую республику, он сказал вот такие слова. Мы создали Турецкую республику, но мы должны быть готовы, что когда-то придет время, когда мы тех, кого оставили за своей границей, мы должны им протянуть руку. 15-20-е годы, это очень сложные времена, когда греческие войска стояли в Эскишехире. В центре Турции стояли. Стоял вопрос о выживании Турции. Это очень сложный вопрос, и упрекать Турцию в тот период, что она в Средней Азии не помогала. В Средней Азии она всю Первую мировую войну, вся разведка Турции работала в Центральной Азии, пытаясь вырвать Центральную Азию из Российской империи, сделать из них отдельные государства. И Турция работала. И вот попав в такую ситуацию 18-20 года, когда Греция оккупировала несколько, Измир оккупировала Эскишехир, Турция в этом состоянии находит в себе союзника в лице Советской России, находит Ататюрк своей мудростью, находит в себе союзника Ленина и даже поднимает красное знамя, что мы с вами, чтобы это самое, и без войны выигрывать Калскую область. Без войны Ольвия, Калс, там стоял генеральный штаб Закавказской армии, в Ольвии стоял штаб. Это был оккупирован Трабзон во время Первой мировой войны. Это надо учитывать, это тоже. Вот какое сложное положение было у Турции. Это с одной стороны. С другой стороны, вот этот московский договор, который привел к Калскому договору, это первый договор между Россией и Турцией, который не по итогам войны был заключен. Он не по итогам войны был, а мирно люди собрались, Ататюрк и подписали договор. И он на благо государства. Ни один немецкий корабль Черное море не прошел во время Второй мировой войны, во время Великой Отечественной войны. Ни один английский корабль не вошел в Черное море. И учите историю. Турция закрыла пролив, никого не пропустив во время войны. Не надо клеветать на Турцию. Я прошу прощения, господин дипломат. Турция, благодаря этому договору, Турция понимала, что где вот Россия, Советский Союз, она понимала, как и сегодня понимает Турция, что такое Россия, российская, сегодняшняя Россия, это сильное государство. И оно, соответственно, ведет себя, соответственно, где-то ниже, где-то выше, но она разговаривает. Сегодня столетие этому историческому событию, и мы это будем еще очень долго в этом ключе работать с Турцией, потому что мы как бы вот, мы тюрки. Да, раз дали слово крымским татарам, я закончу, наш старейшина нашей общины Низамир Ибрагимов начал, я закончу. Сегодня знаменательное событие, мы его все называем Московский договор, давайте вспомним его настоящее название. Это договор о дружбе и, внимание, братстве. Братстве, это не просто так было сказано. И он действительно открыл новую страницу в отношении России и Турции. Турция потом ответила Советской России тем, что Турецкая республика стала первым государством, признавшее Союз Советских Социалистических Республик.
тогда очень многое было закреплено. Мы сейчас все историю так лекционно уходили. Давайте говорить, как сказал Гая Раби, о дне сегодняшнем. Если у нас между Россией и Турцией возникают какой-то негатив в отношениях, я считаю, что это наша недоработка, тюрков России, сидящих здесь. Мы спим. Мы спим. Мы не должны забывать, что Турцию строили наши представители наших народов. У Мустафа Кемаля Ататюрка духовным наставником был Юсуф Акчура. Это представитель татарского рода. Аднан Мендерес был внуком крымского татарина. Сейчас в Генштабе, Минобороны представители турецкой нации, которые малую родину имеют то же, что и здесь сидящие между собой. Если мы любим свою малую родину и граждане этой страны, России, и мы встанем на ее защиту, как всегда вставали, первые вставали, первее всех вставали и шли, да? Также и они, граждане своей страны, но малая родина у нас одна. И я уверен, что политика Российской Федерации не должна противоречить национальным интересам Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана. Турция не должна вступать ни в какие антироссийские блоки, ни в какие союзы. И сейчас вот уважаемый Камиль Джон сказал, что было очень такого нелестного сказанного в отношении Турции. Я не адвокат и не защитник Турции, но давайте вспомним, если уж говорить об истории. Между Турцией и Россией все было прекрасно в 21 году, со всеми минусами. В 21 году, в этот день, 16 марта, был подписан этот договор. Ровно через 7 месяцев вся ленинская национальная политика была настроена так, что наши тюркоязычные народы получили свои национальные территориальные автономии, а кто-то и республики в этой стране, создавшейся в Советском Союзе. 18 октября этого же года, 21, ровно через 7 месяцев, Крымская ССР стала национальной территориальной республикой крымских татар. И возглавлял ее Вели Ибрагимов, крымский татарин. Сейчас, что потом происходит? Россия отказывается от притязаний многовековых на проливы. В 1937 году Сталин, выступая на 1 мая, говорит, что мы вернем проливы. Он говорит это в своей речи. В ночь, в полночь Мустафе Кемалю Ататюрку приносят донос, что Сталин сегодня это сказал. Вот с приходом к власти этого тирана и все начинает портиться между нашими странами и наших народов. Что говорит Ататюрк? Он надевает военную форму и едет в советское посольство. Ему говорят, вы что, регламент, протокол? 12 часов ночи, какое советское посольство? Он обращается к своему помощнику. Что ты говоришь, сынок? Тут, говорит, Сталин покушается на мою страну, а ты мне про какой-то протокол рассказываешь. В 12 часов ночи он стоял у советского посольства в военной форме. Тогда с чрезвычайным послом советского государства был Левон Караханян. Он был личным другом Сталина, Ататюрка. И он его, конечно, встретил подобающий, у них там был бал в советском, и он сказал: Карахан, ты мой друг, ты мой дост, ты мой Аркадаш. Это правда, что сегодня так сказал глава твоего государства? Он сказал: я не знаю, надо посмотреть стенограмму. Принесли стенограмму, он говорит: прочитай и переведи мне. Своему перевел. Да, действительно сказал. Он сказал: я не уеду отсюда, пока ты меня не соединишь с Сталиным. В ночь он стоял там. Если ты меня не соединишь, я еду на границу и начинаю созывать армию для защиты своего государства. Звонили в Москву, многократно связывались по телеграфии. В итоге пришла депеша, где было сказано, что Сталин оговорился. И никаких претензий советская Россия на Турцию территориальных не имеет. Тогда Ататюрк обратился к Карахану и сказал: тебе больше не жить. Если хочешь, проси у меня политическое убежище, оставайся здесь. Он сказал: служу Советскому Союзу. Ровно через 3 дня его отзывают. Это был май месяц. В сентябре высшая военная коллегия расстреляли этого посла Карахана. Он здесь, в Донском монастыре, здесь похоронен. Теперь, смотрите, переходим на сегодняшний день. Я считаю, что это событие должно было быть освещаться на высоком государственном уровне, как в России, так и в Турции. Вчера, 15 марта, в Великом национальном собрании Турции выступил чрезвычайный посол Российской Федерации Алексей Ерхов. Он говорил об этом договоре. Вы почитайте его речь. Он там очень много говорит о прошлом, но мало говорит о настоящем. У нас здесь в России, вот мы здесь собрались об этом говорить, мы представители тюркских народов. Что будут об этом договоре говорить на федеральных каналах, мы сегодня вернемся домой, включим Первый канал, включим все эти вечерние трели и будем смотреть, что будут говорить.
Но я хочу сказать, что мы должны работать, чтобы и Турцию сближать с Россией, и Россию сближать с Турцией. Я когда бываю в Турции, я признаюсь, я всегда встречаюсь с представителями интеллигенции. Я говорю, вы понимаете, что в России есть такой предмет, тюркология называется. Это когда в городе Тюмени русский профессор русским студентам рассказывает не просто турецкий язык и литературу, а историю тюркских государств. К сожалению, у вас, говорю, в Турции даже нету такого понятия русологии. Вы не изучаете Россию, не изучаете русский язык, не изучаете великолепную, богатейшую русскую культуру, литературу. Учите русский язык, я им говорю. А здесь нашим тюркским представителям я говорю, мы должны учить и турецкий язык, знать его, пусть он будет как второй. Мы знаем свой родной, это так уж получилось, что турецкий язык это самый развитый сейчас среди всех тюркских языков. Последнее. Сегодня же опять из новостей. Глава Союза армян Российской Федерации Ара Аврамян сказал, что Российская Федерация должна денонсировать этот договор. Вот его голос слышен, он это говорит, что нужно все это отменить. А мы спим, очень правильно говорю, мы спим. Я еще раз говорю, я туркам говорю, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, да его знание турецкого языка лучше всех нас здесь сидящих, это я вам четко говорю. Владимир Жириновский, да, лидер партии, бывший вице-спикер Думы, знает русский язык. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу знает турецкий язык. Я вам называю имена, которые входят в топ российского политикума. Сколько депутатов турецкого парламента знают русский язык? Из всего. Я это тоже им это говорю. И нам нужно сближать. И если что-то происходит в наших... В 1937 году, когда Сталин пришел к власти, в 1938 уже выкосили всю нашу национальную элиту, всех наших народов. Потом происходит депортация наших народов. И наш голос должен звучать и в защиту моего крымско-татарского народа, восстановление его репрессированных прав, и Азербайджана, и Казахстана, и Туркменистана, и Узбекистана, где мы жили и нашли свой кровь и благодарны узбекскому братскому народу. Мы должны бороться за свои интересы и права. Россия – это наша земля. Мы здесь жили, живем с русскими и будем жить. Ну и Турция не должна быть нам никаким с каким-то чужим государством для русских, тем более для нас. Все, спасибо большое. Вот Низами Афенди тоже вот хочет сказать. Пожалуйста, представьтесь тоже. Добрый вечер. Спасибо Рустаму Ямамалиеву и Гаяру Искандарову, что позволили присутствовать в этом маджлисе. Алиев Низами Назимович, доктор педагогических наук, филолог и экономист в области нефти и газа. Не удивляйтесь, не пугайтесь, все настоящее. Член-корреспондент Российской академии естественных наук. Это не реклама, это просто чтобы понимать, кто и что я. Я рад, что предыдущие передо мной, вот самые последние ораторы, выступающие, сбили накал страстей. Это мне облегчает задачу, и я боялся, что я буду очень резко выступать, поэтому спасибо, мне не придется резко выступать. Я хочу сказать следующее, начать с тюркской, азербайджанской поговорки. Скажу на азербайджанском языке и переведу, если что-то будет неясно, на русский язык. Гямида утруп гямичинен дава эйламида. Перевод. Находясь на корабле, с капитаном корабля не ссорится. Я имею в виду, что большинство присутствующих здесь граждане России. Я постараюсь быть кратким и придерживаться, во-первых, тематики сегодняшней встречи, и, во-вторых, относительного регламента. Ну, как говорится, мусульманский регламент, он достижимый, но я постараюсь использовать свой опыт в международных структурах. И следующее хочу сказать. Совершенно четко здесь была прослежена связь, не буду останавливаться, только тезисно. Северский договор, значит, Адрианопольский, Московский, а потом уже Карский, который оформил правовую сторону предыдущего договора, Московского договора. Я согласен с тем, что действительно такое важное событие могло бы освещаться и за несколько дней до нашей встречи на федеральном уровне.
Очень странно, что нет этого. И согласен с тем, что наша вина тоже в этом есть. Мы должны были где-то не день в день, а хотя бы как минимум за месяц вперед, как говорят в журналистике, журналисты, дать информационный повод. Провести нечто такое там, да, или еще что-то, чтобы создать общественное мнение. Философско-практическое. Зачем нам нужна история? Вы меня извините, для того, чтобы каждый мог продемонстрировать свою эрудицию, здесь достаточно грамотные люди сидят. Независимо от специальности и образования, мы все убедились, прекрасно владеют историческим материалом. Прекрасно. Мне кажется, и не я, так сказать, Америку открываю, история нам нужна для того, чтобы мы сейчас в современности, в сегодняшние дни брали нечто такое и развивали. Проведу параллель. Здесь не звучала вот одна интересная мысль, я хочу ее тоже отметить. Обратите внимание, почему Мустафа Кемаль Ататюрк обратился к Владимиру Ильичу Ленину? Почему? Это политика, да, но здесь не в малой степени играет психологическая аналогия. Потому что и один, и другой вышли, один вышел из Османской империи, вышел из подчинения султана, тогда как перед развалом, на грани развала Османской Турции, он предложил, Мустафа Кемаль Ататюрк пришел к султану и сказал, что дайте мне власть, я как один из паша, то есть высший генералитет, это не совсем генерал, это высший генералитет. Я чувствую в себе силы и возможности, это я вам говорю, цитирую из его воспоминаний, не литературно обработанных. Я спасу страну, иначе от Турции ничего не останется. Слабым человеком по духу и не оценил это предложение. И потом, я не буду сейчас удаляться вглубь, он взял, как говорится, Мустафа Кемаль Ататюрк, взял власть в свои руки. Что сделал и Ленин? Смотрите, Антанта – это царская Россия. А что? А царская Россия участвовала в Антанте наряду с Британией, Францией. Как бы ни относились сейчас к Ленину, к большевикам, коммунистам, но факты есть факты. Именно Ленин создал великий могучий Советский Союз, которого сейчас нет, но мы все вышли из СССР. И поэтому Кемаль Ататюрк, понимая, видя в нем как бы своего собрата по духу, именно поэтому обратился к Ленину. Здесь правильно сказали, я не буду называть цифры, чтобы не ошибиться, сколько килограммов золота было отправлено со стороны Советской России в Османскую Турцию и вооружение. Около 40 тысяч, если я не ошибаюсь, винтовок и боеприпасов. Но никто не сказал, это я слышал в музее Ататюрка в Турции. Может быть, кто-то знает, просто не звучало. 6 тысяч, тогда как в Средней Азии еще советская власть не прочно установилась. По указанию Ленина 6 тысяч киргизских военных всадников, посмотрите расстояние, было отправлено в Османскую, то есть ну, уже как бы замирающую Османскую Турцию на возрождаемое светское турецкое государство. Этот факт, который в Турции знают и помнят, и ценят, и благодарны России, не царской России, естественно. Теперь аналогия. Почему мы не проводим такой аналогии? Вот современная история. Ататюрк, Ленин, тезисно. Дальше. Карабахская война, которая была завершена соглашением 9 ноября 2020 года. И Владимир Владимирович Путин несколько раз и в своем интервью, чтобы сбить накал, скажем так, недругов России, Азербайджана и Турции, он несколько раз пояснял, потому что политологи позволяли себе, находясь на корабле, будучи гражданами России,
будучи политологами, журналистами, выступали фактически против политики Путина. Это дикость. И он очень мягко, но твердо поставил точки над «и» объяснил, почему это было сделано. И он постоянно подчеркивал, у него были переговоры постоянно с Ильхамом Алиевым. Он не говорил, что были переговоры с президентом Турции, но мы все видим, не обязательно все надо озвучивать. А как же так, когда только было подписано соглашение, ввели миротворческий контингент под руководством генерал-лейтенанта Мурадова, да, дагестанского, так сказать, нашего собрата, да. И так быстро Турция предложила мониторинговый центр. Соседи Азербайджана, я не хочу произносить, мы знаем, кого я имею в виду. Они возмутились, а как же так носить имен? Чтобы потом это не было использовано. Значит, открыто возмущались. Какой турецкий мониторинговый центр? Это я говорю специально такую мелочь, а более крупные вещи. Ну, и, собственно, и все.